Офисные перегородки, фасадные системы, алюминиевый профиль под мебель и окна. Так выглядит готовая продукция. Но прежде чем изготовить такие изделия, алюминий на заводе подвергается тщательной обработке в несколько этапов. Процесс стартует с подачи заготовленного металла в печь. Температура пластичности почти 500 градусов. После нагрева заготовка попадает на гильотину, отрезается в нужный размер и подается на экструдер. В экструдере уже предварительно установлена матрица нужной конфигурации. После того, как заготовка попадает в экструдер, начинается процесс экструдирования, то есть продавливание алюминия через матрицу нужной конфигурации. А дальше все, как говорится, по маслу. Алюминий переправляется на так называемый выходной стол, отрезается по установленной длине и охлаждается. Впрочем, на этом завершается только первый этап производства. За всем этим процессом через пульт внимательно следит технолог-оператор. На маленьких экранах можно проследить, какой путь от начала и до конца проходит алюминий. Чуть что проморгаешь, говорит Эдуард Алтухов, и вся работа может пойти на смарку. Может пойти что-то не так, может что-то сломаться, может что-то испортиться. Ну, в принципе, для опытных технологов это не проблема. Все решается, все делается. Главное следить не только за оборудованием, но и за качеством профиля. Потому что качество профиля очень отображается на реализации его. Нам надо изготовлять самый лучший профиль в России. Запускают новый завод, а точнее вторую его очередь, почетные гости и руководство предприятия, которых после приглашают на экскурсию по заводу. Производственная мощность 300 тонн профилей в месяц. Смену же здесь производят до 6 тонн готовой продукции. Объект построен по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. У нас есть и крупные предприятия, но вот именно такие, я считаю, это будущее наше, потому что они позволяют в первую очередь в малых городах и селах создать рабочие места. Они реально формируют новые статьи доходов бюджета и, самое главное, создают новые качества жизни для людей, которые живут на этой земле. Стоимость предприятия больше 400 миллионов. Проект удалось реализовать благодаря поручительству из согарании корпорации МСП в размере более 82 миллионов рублей. На получение кредита суммой 175 с лишним миллионов. Больше 4 миллионов составила гарантия регионального фонда поддержки предпринимательства. Этот проект, этот объект построен при поддержке непосредственно лично и министра по делам Северного Кавказа, в целом Министерства по делам Северного Кавказа. Такие проекты у нас реализуются в республике на сегодняшний день два. Это вот этот комплекс и птицекомплекс Южный в Малгобекском районе. На этот год запланировано еще ряд проектов начала строительства. Поэтому Министерство по делам Северного Кавказа ежегодно всем регионам Северного Кавказа оказывает помощь, поддержку в строительстве этих проектов. На заводе планируется трудоустроить до 150 рабочих. И это не считая Назрановского предприятия, где задействованы 80 человек. В первую очередь РИАК запустил в 2011 году. А с открытием нового завода предприятие значительно расширяет свои возможности. С запуском нового завода РИАК увеличивает свои производственные мощности в 2 раза. Но это не значит, что предприятие в Назране прекращает работу. Весь производственный арсенал оттуда в новое здание перевезут в 2019 году. На предприятии будут выпускать свыше 1000 разновидностей алюминиевого профиля. Завод уже поставляет продукцию в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО. Предприятие готово изготовить профили различного типа и в любом количестве по желанию заказчика. Уже наработано, есть определенная ниша, которую мы уже имеем на рынке. И я думаю, уже кадровый потенциал подготовлен. И в дальнейшем нам результат будет очень положительный. Тем более, что уже налажены тесные партнерские связи, расширена клиентская база. На Северном Кавказе это единственное предприятие такого профиля. Ассортимент продукции не ограничен. К слову, бюджет различного уровня предприятие будет приносить свыше 9 миллионов рублей ежегодно. Хади Добриева, Халаш Гойгов, Новости 24.